Всем привет! Это «Слово между делом» и Айгерим. Давайте разберем Конституцию двух версий 2010 и новый проект Конституции 2020 года. Вы, наверное, уже поняли, что форму управления предлагают сделать президентской, хотят ввести народный курултай и сократить количество депутатов. Но, возможно, вам интересно, как именно эта Конституция повлияет на вашу жизнь и на вашу свободу. Попытаемся разобраться. Итак, если раньше в Конституции было написано, а именно в статье 23, что в Кыргызской республике не допускается рабство, торговля людьми и запрещается эксплуатация детского труда, теперь же этих пунктов нет, что вызывает очень много опасений и вопросов. Нет теперь статьи 29, в которой было прописано, что не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о частной жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом. В новом проекте Конституции аналогичная норма отсутствует. Теперь у нас нет и статьи 31, которая гласит: каждый имеет право на свободу мысли и мнения, каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения или отказу от него. Запрещается пропаганда национальной, этнической, расовой, религиозной ненависти, гендерного и иного социального превосходства, призывающих к дискриминации, вражде или насилию. Нет теперь и 34 статьи, в которой было прописано, что каждый имеет право на свободу мирных собраний. Что будет с теми, кто теперь будет проводить эти собрания, непонятно. Скорее всего, ничего хорошего. Это всего несколько пунктов. Если вы захотите прочитать сравнение двух версий полностью, то мы оставим ссылку в описании, и вы можете с ним ознакомиться. Если вам, так же как и нам, важно сохранение действующей Конституции и тех прав, которые у нас пока есть, то ждем вас в это воскресенье в 12 часов у железнодорожного вокзала. До новых встреч!